Феймен скончился от тяжелой болезни. Но все-таки в честь его памяти мы с моей супругой Фиби приехали в 88 году в честь памяти Ричарда Феймена. И мы очень благодарны тем тувинцам, которые нас сопровождали в тех временах. Это в том числе преподаватель из Америки. And now I want a very special person who made possible the most important thing to me, which was to leave a mark of Feynman somewhere in Tuva. И сейчас я хочу представлять человека, который для меня выполнил самое важное задание. Это наш друг. Самое важное задание для меня, когда мы приехали сюда, это биение, то есть это выбиение вот диаграмма Феймена прямо в скале. Это камнерез, каменщик из Америки Джордж Гонзалес. I didn't know much about Richard Feynman, although I've known Ralph and Phoebe socially. We have mutual friends.
we've shared many meals together and talking. And one afternoon, a beautiful afternoon, we were outside at a meal, and Ralph was talking about Richard Feynman and the diagram, and he asked me, would you go to Cuba and carve Feynman diagram? And before the last letter was out of his mouth, I said, yes. Go ahead. Вот это... You have a big voice. Я на самом деле не был, я о Фейме на самом деле много не знал, но мы с Ралфом и Фиби очень долго дружимся. И один день мы там сидели у стола и ужинали, и Ралф мне задал вопрос: Джордж, ты не хотел бы поехать в Туву и помогать нам отмечать столетие Ричарда Феймана? И даже до того Ралф даже не успел произнести последнее слово, и я сказал: да, согласен, хочу в Туву. So for me to be asked to come here is a big honor in my career as a stoneworker, because the work I've done is I've always done the best that I could, work that would last for minimum 500 years, as a testament to time and a testament to mankind. So when I was asked to do the Feynman thing, as I'm nearing retirement, Когда меня пригласили делать именно такой памятник, то есть такой наскальный рисунок, который будет на протяжении долгих лет оставаться в Туве, это, конечно, была для меня большая честь, потому что я каменщик. И как каменщик мне всегда нравится делать работы, которые будет продолжать, работы, которые остаются для следующего поколения в протяжении многих лет. И поэтому, когда меня пригласили сюда именно делать этот наскальный рисунок, выбить этот рисунок в скале, это для меня была очень-очень большая честь. Спасибо большое. So, when we arrived, I asked my friend Jana if she lives in London, she's from Finland. I asked her if she would join me, and she said yes. И я тоже вот когда просил, я даже тоже просил моей подруги, которая из Финляндии и живет в Лондоне, ее зовут Яна. То же самое, когда я у нее спросил, ну давайте поедем в Туву, она тоже сразу же согласилась. So I asked Jana, does she speak Russian? And she said no, but I remember a few letters. And, but she's been invaluable to our entire party with her. Russian's been better than she let on. А я просил у нее, Яна, ты помнишь русский язык? Она говорит, нет, я совсем забыла, я только помню некоторые буквы. А на самом деле, когда мы приехали сюда, она с ее знанием русского языка, который гораздо лучше, чем она нам рассказывала, она очень помогла, и я ей тоже благодарен, потому что она нашей делегации очень помогла с ее знанием русского языка. Спасибо, Яна. I'm not used to speaking to many people like this, and I'm a bit shy, so I'm making believe that all your heads are cabbages. Я, на самом деле, очень стесняюсь перед людьми. Мне даже вот разговаривать перед людьми очень трудно. И поэтому, когда я на вас смотрю, я представляю, что все ваши головы капусты. So, moving on. When we arrived at the airport in Abakan, I was met by these two lovely ladies. Please stand up. Когда мы приехали в аэропорт Абахан, вот эти две красивые девушки меня встречали. So, they were dressed beautifully and elegant and presented me with a Buddhist ribbon. Они были очень красиво одеты и преподнесли мне хадак. So, I didn't know what it all meant, but Sean was there also and felt very welcoming. Я суть вообще не понял, но все такое хорошо мне было. So when I got to the hotel, I emailed a friend of mine and it said these two elegant ladies met me at the airport.
И когда я добрался до гостиницы, я сразу написал письмо моему другу, и ему сказал, что две элегантные дамы меня встречали в аэропорту. She is a student of Buddhism, particularly Tibetan Buddhism, and she said, "You're a lucky man. They are queens of space." И когда она мне ответила, на самом деле, вот друг, которому я написал письмо, она тоже студент буддизма. И когда я рассказывал об этом происшествии, она сказала: вы, Джордж, человек очень счастливый, потому что это же королевы космоса, которые вас встречали. And they will help you find the right rock. И они вам помогают найти подходящий камень. And they did. They helped with ceremonies, and I felt relieved that I had the queens pushing me. И они на самом деле мне очень помогали, потому что они со всеми помогли церемониями, с опережением в Туве. И я сразу понял, что я на самом деле очень счастлив, потому что вот эти две королевы космоса мне помогли. We spent 5 long days in a Russian Army jeep off-road. The country was really beautiful, and the goal was, I was trained like a hunting dog to find a good stone to carve the Feynman diagram. And so I started feeling bad because Ralph was so attached to this differently than me, but I became Mr. No because I said, no, that stone's not good enough, or this place isn't special enough, or on and on and on. Я очень опытный каменщик, и поэтому мне очень важно было найти именно того камня, той скале, где мы можем выбить рисунок, который будет остаться надолго-долго. И мы провели 5 долгих дней в УАЗике, на дорогах, на районах дорогах, туда-сюда искали скалу. И я тоже знал, что Ралфу этот проект очень важен, и я очень хотел выполнить свою работу очень аккуратно и правильно. И поэтому я постоянно сказал, мы смотрели на скалу, нет, я сказал, мы смотрели на камень, нет, я сказал. И Ралф начал называть меня мистер No. So I could tell Ralph was getting depressed, and the time was getting short. Anyway, we went on a trip, and with my binoculars, I call them the long eyes, I spotted maybe some good rock. And it turns out that it was really a beautiful place, a spiritual place, powerful place, and so we carved it, and Orlan helped me with the carving, and it was great. И потом уже у Ралфа наступила большая депрессия. Я уже считал, что Ралфу очень плохо, и он, наверное, не уверен, что мы найдем камень, что мы найдем скалу. И, наконец-то, в самый последний день я видел издалека, через мои бинокли, я видел ту скалу, которую нам надо выбрать. И с помощью моего друга Орлана Сата мы подъехали к этой скале и выбили диаграмму Феймана скалы, которая находится именно в самой долине царей. In the end, of course, will invite everybody to come to that spot and enjoy it. And I've guaranteed that Mark will be there for 500 years. If something goes wrong, I'll come fix it. И в конце концов, я думаю, что я обязан вас всех тоже приглашать на то место, где я выбил с Орланом в камень этот рисунок. И я вам лично гарантию дам, что этот рисунок будет оставаться на этой скале по крайней мере 500 лет. И если что-то случится с этим рисунком, вы, пожалуйста, мне сразу позвоните, и я буду чинить этот рисунок. И, конечно, с помощью нашими космическими королевами. So I talked long enough, but for me to get here was quite an ordeal. And Ralph operates on Tuvan time, and I didn't understand that. So
getting our visas was at the last minute. I was getting very nervous. Sean was very helpful, although he was out of town some. And so I've been honored with so many gifts from so many people. I'm embarrassed that I don't have something to give back in return. But I did bring a bottle of wine that I make, and I want to present it to Aneta, because I asked Sean who worked the hardest to get us here, and she turned the wheels. Aneta, wherever she is. И вот приехать в Туву на самом деле для меня был очень долгий и мучительный процесс. Потому что Ральф, я не знал, но Ральф на самом деле тоже соблюдает тувинское время. И поэтому этот процесс очень долго длился, и я чуть нервничал. Но в конце концов мы получили наши визы. Я здесь приехал в Туву, был рад получить очень много подарков. Это очень большая честь, и я даже не могу выражать свою благодарность. Но есть человек среди нас, который более всех помогла мне с приобретением визы. Ее зовут Чадамба Анета Михайловна. И я хочу ей подарить бутылку вина. Это вино я сам сделал. Это с моих виноградов, это я сам своими руками. И поэтому я хочу ей подарить, потому что она более всех, даже более Шона, помогла мне с приобретением моей визы. Спасибо тебе, Анета Михайловна. This is 2011, and it comes from the Napa Valley in California. I made it. Enjoy it. И поэтому от имени всей делегации Ральф уже мое вино попробовал, он знает, что оно очень хорошее, и поэтому я очень рад вам предоставить это вино, Анета. Спасибо. Это вино я сам сделал. Thank you very much, George. All right. Thank you for your patience in us pouring our hearts out to you. Now I would like to imagine that perhaps the spirit of Richard Feynman might be near us, and maybe he might even settle among us a little bit to witness some of those traditions that he was wondering, are they still alive? He saw the stamps and saw the beauty of Tuva, but he didn't know if it's still alive. So, Richard, wherever you are, come and see Tuva's traditions. We'll do a little entertainment inside, and then let's go grab a little something to eat to give you energy, because it's cold outside. We have a little show outside with some fun surprises outside, okay? So, we have members of the Tuvan National Orchestra and Tuva Ensemble who have been going since 1988, I think, Ensemble Tuva. Please come and sing for the spirit of Richard Feynman. Thank you. Итак, дорогие друзья, спасибо за то, что вы наши разговоры и наши истории послушали. Я знаю, что это занимало очень много времени. Сегодня я хотел бы, чтобы мы все сейчас представляли о том, что дух Ричарда Файнмана сейчас находится среди нас. Или, может быть, он на нас смотрит откуда-то. Потому что Ричарду никогда не удалось, ему не удалось приехать в Туву. И этот вопрос для него был очень важен. Живая ли традиция Тува? Живая ли музыка Тувы? И поэтому я очень рад пригласить моих друзей с Тувинского национального оркестра и еще с ансамбля Тувы и ансамбля Алаша. Для вас и для духа Файнмана представляет для вас маленький кусок тувинской музыки. И потом, после окончания песни, мы вас приглашаем на стол, заберем чуть-чуть закуски, энергию набираем, и потом все вместе толпой
выйдем на улицу, и возле скульптурного комплекса «Царская охота» будет там маленький концерт, маленькие представления с некоторыми сюрпризами, и потом после концерта возвращаемся сюда. А сейчас давайте послушаем место с духом Ричарда Файнмана «Гордость Тувы», тувинская вокальная музыка «Хюмей Сагат Хагара». Спасибо нашим артистам Андрею Падыржу район Жиржик Артурдан Донолайын Олсам Саян Саток Имерген Херазадаба. Спасибо, ребята. Итак, дорогие друзья, мы вас приглашаем на стол. Давайте заберите в руках некоторый кусочек там нашей еды, наших закусок, и потом тепло, потеплее одеваемся, выйдем на улицу, еще послушаем маленький концерт и церемонию с несколько сюрпризами, которая скоро начнется. Спасибо. И после концерта тоже вас приглашаем, мы приглашаем желающих после концерта, которые хотят возвращаться сюда и еще чуть-чуть разговаривать, гулять, веселиться, көрежир. Спасибо. Четвертый концерт sonunda чиендеги аян тулук көрежиринге соңгалды урустарны бээр каттап болгайчу көрежир чалып турбуз.
Быть свободной, ощущать себя наследницей великих цивилизаций, дарить свой ритм и надежду будущим поколениям. Моя жизнь зародилась среди Саянских гор. Все, что у меня есть, это моя история. Я пишу ее сейчас. Здесь раскрывается магия жизни. Жизнь — это я. Здесь все едино. Молодость и старость живут рука об руку. Они — это я. Верность традициям, вкус национальной кухни, колорит женской красоты — это я. Здесь каждый может быть собой. Здесь зажигаются звезды, и все дороги ведут в место силы. Место силы — это я. Воды Енисея текут по моим жилам, и на подступе к сердцу сливаются в едином порыве. Сердце мое в центре Азии, центр во мне. Кызыл — это я.
в мире тысячи городов. В Кызыле весь мир. Я красивая, уникальная, самобытная, свободная, вдохновляющая, девственная, неизведанная, таинственная, удивительная, дружелюбная, открытая, Тува. Конечно, я с вами болтать. Итак, дорогие друзья, мы вас всех приглашаем занимать свои места на улице. Давайте подойдем к скульптурному комплексу «Царская охота». Там будет у нас маленький концерт. Концерт долго не будет длиться. Мы знаем, что холодно на улице, но вас ждет сюрприз очень большой. И большая просьба. Возьмите с собой... Возьмите с собой некоторые закуски для энергии. И давайте выйдем на улицу, посмотрим, послушаем маленький концерт. И потом, после концерта, обратно возвращаемся сюда. И у нас будет маленький тортик, сделан в честь столетия Ричарда Файнмана. Еще раз повторю, давайте одеваемся, выйдем на улицу и сразу начинаем концерт. Маленький, но красивый, интересный концерт будет. Alright, everybody, get your clothes on and go outside. We're going to have a little conference outside. We're going to go out, we're going to have some bills, we're going to have some cows, we're going to have some calves, we're going to have some steers. We're going to get out, we're going to do some things Richard Feynman. It's 100 years, Richard Feynman, 100 years, Richard Feynman, almost 100 years, Richard Feynman. 자, 신도 내외는 건주제. Charlotte Luis, then 건주제가 산 나시간. 듣고 잘하시고, 가든 뭐가 사는 안 하시는 노릇하는 자는가. 또 너희 그것을 보는 아나 맞아 소는 보는. So let's go out on the street, everybody, and have a good time with some tea and jokes. No. Gündüzlük örgüçleriz üç numara komple. Gündüzlük olduklarını eşlerin iletiriz. Soğukluk harzanını bazı ölülerin iletiriz.
Уважаемые друзья, прозвучал впереди звонок. Скоро начинается возле Царской охоты наш концерт. Всем привет, дорогие друзья! Мы находимся в центре Азии. Сейчас мы едем на священную гору Бура. Для этого нам придется добраться до Шаганара. Потом через переправу мы доберемся до подножия этой горы. Мы решили отправиться в это увлекательное путешествие командой из 7 человек. И прежде чем покорить гору, нужно было основательно набить рюкзаки не только техникой, но и провизией. Мы уже закупились самыми необходимыми продуктами для выживания. И итого у нас вышло 2982 рубля 82 копейки. Специально для нашего путешествия мы арендовали «Газель» с водителем. Он доставит нас из Кызыла в город Шаганар и обратно. Приехали в Шаганар. Тут прикольно, кстати. Скоро поднимемся на гору. Только купим молочка, хлебушка и поедем. Бура находится в получасе езды от Шаганара. Прежде чем подойти к подножию горы, нужно доехать до переправы на Енисее. Когда мы ехали, у нас бензин закончился. Пришлось обратно на заправку ехать. А вот дорога здесь оказалась не для слабаков. И нас ожидало еще одно испытание. Я не знаю, что сказать. Все говорят что-то сделать, но я лично с таким не сталкивался, потому что у меня нет машины и я не знаю, что делать. Слава Богу, проезжающие мимо добрые люди знали, что нужно делать, и мы снова на колесах. Бура, жди. Друзья, мы проехали Шаганар и теперь переправляемся через переправу на пароме. И мы уже совсем близко к священной горе. Всего 10 минут через Енисей, и мы становимся ближе к цели. Для желающих переправиться паром бесплатный, работает с утра и до вечера. Сойдя на берег, первым делом пополняем важные запасы. У нас кончилась вода, поэтому давай, братан, воду сюда. Оп. До начала нашего пешего маршрута осталось проехать еще примерно 11 километров. Гора находится на северо-западе над Улуфемской котловиной и считается одной из 9 священных гор Тулы. А вот и лагерь, где мы сегодня останемся ночевать. Восхождение запланировано на следующее утро, а пока поставим палатки и немного здесь обустроимся. По тувинской традиции жители Улуфемского Кажуна встречают своих гостей хлебом и солью, обязательно чай с молоком и другие явства.
Похоже, это будет самая таинственная ночь. Для приготовления самого музыкантского ловчу нам понадобится кусок. Нужно порезанный лучок, лук и морковь должны быть в количестве 1 к 1. Самое главное, режем мясо. Мясо у нас чуть-чуть воняет, но это нормально. Никогда не резайте вот так, вы останетесь без пальцев. Нож идет по этому суставу. Напали! Че снимаешь? Ну что ж, друзья, самое время положить наше блюдо на костер. Нам нужна огромная ложка. У нас большой выбор поварежек. Выберем. Хрен с ним, давайте вот это. Все ставим на костер. Главное, руки не обжить. Так, рис добавляем по особому правилу. Надо покрыть все мясо. То, что снизу, там будет выходить пар, насыщать. Вот и наш долгожданный, самый вкусный мужиковский плов готов. Мощный, сочный. Правда, чуть-чуть снизу подгорел, но он ничего страшного. Сегодня мы готовили в экстремальных условиях рецепт вкусного плова, самого мужского, нажористого. Так что ждите новый выпуск уже скоро. Наверное, будет где-то на озере. Доброе утро всем, друзья! Наконец-то мы проснулись и отправились в путь на эту священную гору Бура. Так что наблюдаем за нами и смотрим. Поехали! Бура – одна из самых загадочных гор Тулы. Высота 2300 метров. Обитель Ноева ковчега, окутанная таинственными легендами. По тувинскому преданию, именно здесь нашел свое спасение человеческий род после Великого потопа. И сегодня мы узнаем, какие еще секреты покоятся в этом горном массиве. Вы еще не поднялись на гору. Вы жалеете о своем поступке или нет? Нет, я очень бодр. Кстати, название горы с тувинского переводится как верблюд. Своими очертаниями Бура действительно напоминает лежащего верблюда. Это знаете как? Это в Кызыле вот есть гора Дуге. Это, наверное, где-то гора Дуге. А мы у подножия горы, где автостоянка просто. Вот, друзья, у нас первые потери. Сумка стала тяжелее и пришлось оставить куртку. Если вам тяжело самостоятельно осилить подъем, то можно арендовать лошадь у местных, а мы покоряли высоту сами. Нам предстоит подниматься почти 9 километров вверх. По пути делаем короткие остановки, ведь невозможно пройти мимо такой красоты. Природа здесь удивляет на каждом шагу. Восходить на эту гору имеют право только мужчины. Женщинам сюда вход строго воспрещен. И это тоже неспроста. Как говорят, женщина на корабле – это к беде. Так вот, тувинцы верят, что женщина на священной горе – залог плохой погоды и природных катаклизмов. Поэтому все девочки должны остаться на берегу. Ходишь и каждые 10 секунд останавливаешься и отдыхаешь. Кислород наполняет легкие. Вообще реальный кайф. На вершине хребта нас встречает широкий сосновый и кедровый лес с раскидистыми деревьями. Здесь растет множество лечебных трав, редких растений, занесенных в Красную книгу. Расчетное время нашего подъема было всего 4 часа. На деле оказалось 7. Мы взяли с собой кучу техники и провизию. За плечами каждого минимум по 10 килограмм. Да и места здесь слишком красивые, чтобы не полюбоваться. Мы прошли самый сложный путь. В клубе отдыхать это одно, а в природе это вообще другое. Борис, у меня к тебе такой вопрос. Давай. Ты как такой занятой человек и приехал в тайгу, как в тайгу, на природу отдыхать, как ты вот себя чувствуешь без интернета, без
прекрасно. Да здесь куда ни глянь, сплошная открытка. Но нет, такого нельзя пропустить мимо камеры. Каждый год на вершине Буры проходит ее освящение. Ламы вместе с местными жителями проводят церемонию на самом пике горы. Люди задабривают духов, чтобы был достаток и здоровье в каждой семье. Ну что, друзья, мы уже поднялись на самую вершину горы Бура. И у нас есть камень, который мы 2 года назад забрали вот внизу. И этот камень путешествовал вместе с нами, являясь талисманом команды. В Туве существуют священные насыпи, которые называются Ова, что в переводе с тувинского означает груда камней на возвышенном месте. Здесь совершается религиозный обряд в честь духа горы. Следуя философии Ова, человек должен поднять с подножия камень и принести его сюда на вершину. А наш каменный друг возвращается на свое законное место спустя 2 года. Есть еще один потрясающий факт об этом месте. Легенда гласит, что именно где-то здесь находится так называемый Ноев ковчег, в котором люди давным-давно спаслись от наводнения. Гора Бура – это своего рода тувинский Арарат. И еще не так давно тувинцы уверяли, что на вершине Буры лежит железный плот, вернее плот, который скреплен железом. Мой отец рассказывал, что он якобы тоже, его дед рассказывал, что он видел там какую-то конструкцию, что это на самом деле железный плот, это часть железного плота, что остальная часть ушла под землю. И на сегодняшний день эти страсти тоже не утихают. Есть такие горячие сердца, которые и по сей день ходят, ищут этот железный плот. Но насколько это правда, я не знаю, но это хотелось бы верить. Говорят, что были даже очевидцы, которые своими глазами видели массив бревен, связанный тяжелыми железными креплениями. Наверное, лет 10 назад плот виден был весь, а теперь частью ушел в мох и горный торфяник. Если у вас живет дух авантюризма, или вы никто иной, как Индиана Джонс, то вам обязательно стоит сюда приехать. Поросло не поросло мхом, кто его знает. Вдруг повезет. Увидеть остатки ковчега, наверное, будет для любого человека настоящим событием. Но даже если артефакт вы не обнаружите, побывать здесь стоит ради вот этой красоты. С этой вершины вся средняя Урянхайская котловина видна как на ладони. Бесконечные просторы захватывают дух. Здесь хочется дышать полной грудью. Здесь ты свободен.
ton of people, right? I agree. Can you get the napkins? Okay. Thanks. Alright, I tell you what, if you can get the, start moving the cupcakes over there. Okay. Let me get the cake real quick. Cake's really heavy, so. Here. No, just two at a time, you'll mush them. There's 4 more cupcakes. Yeah, it was sitting right here. I'm gonna be the cameraman. Oh man, we can't cut it with a knife. I'm the cameraman. I still remember Joey's thing, and she's like, and first she thought it was a boy, and then See, I thought it was a boy. I was like, oh no. I mean, I was so worried. thinking for a boy. How are you thinking for a boy? Because Joey is a boy's name. Alright, you grab those two. What? Maybe? I don't think I used it then. It's just a okay. Like my friend, her name is. I'm the cameraman. Well, it would, no, I think the people that were here earlier took it, not realizing it was there. Well, it was theirs, so maybe they didn't realize. No, I want to eat. We're just gonna get our hands on it. Like, then after, come on, you're falling. I'm the cameraman. What? Da da da. Did.
Boring. I'm done. Cam, rock, and it's pooping hot
Быть свободной, ощущать себя наследницей великих цивилизаций, дарить свой ритм и надежду будущим поколениям. Моя жизнь зародилась среди Саянских гор. Все, что у меня есть, это моя история. Я пишу ее сейчас. Здесь раскрывается магия жизни. Жизнь — это я. Здесь все едино. Молодость и старость живут рука об руку. Они — это я. Верность традициям, вкус национальной кухни, колорит женской красоты — это я. Здесь каждый может быть собой. Здесь зажигаются звезды, и все дороги ведут в место силы. Место силы — это я. Воды Енисея текут по моим жилам, и на подступе к сердцу сливаются в едином порыве. Сердце мое в центре Азии, центр во мне. Кызыл — это я. В мире тысячи городов. В Кызыле весь мир. Я красивая, уникальная, самобытная, свободная, вдохновляющая, девственная, неизведанная, таинственная, удивительная, дружелюбная, открытая, Тува. У нас есть торт, но для этого торта есть порядок.
мы вначале приглашаем наших гостей, которые приехали из других городов России и иностранных стран, во-первых, угощаться тортом, и потом мы местные можем подходить к торту. Давайте приглашаем наших гостей к торту и приглашаем вас всех желающих тоже приобрести у Ральфа открытку. Если вы хотите написать желание кому-нибудь по миру, чтобы эта открытка была отправлена именно на день рождения Ричарда Фейнмана. И сейчас я тоже на английском объявляю. We have postcards. If anybody wants a postcard, go and see Ralph. Ralph is the young man in the black suit at the back of the auditorium. He has postcards because the idea is to send a postcard on the birthday of Richard Feynman. So go ahead and fill it out and give it to us, or come down to the post office tomorrow morning at 9 o'clock. There's going to be a postcard sending ceremony. Also, we have cake. And we would like to invite you to the cake. Those of you who have come, first of all, from other cities of Russia and from other countries, please come on down, get yourself a piece of cake, and enjoy the evening. Thank you very much. That's all from me. Goodbye. Это не конец. Тоже, вот пока мы тоже торт кушаем и еще крики напишем. Мой коллега Адамзик сейчас тоже нам покажет. Мы сделали тоже маленький ролик. В этом ролике рассказывается история выбиения диаграммы Фейнмана на скале вместе с Аржана. То есть любопытствуйте, посмотрите ролик, торт кушайте, угощайтесь, будьте как дома здесь, прямо в центре Азии. Спасибо. That's what I forgot to say. So long. The idea of carving in this kind of life, situation, along the shadow, why we were given to that, rather than just scratch on the surface. Journey, recipients, the Huns, drink, Mongols, now the color. For him, magnetism, from love to violence. The idea of carving in this kind of life situation of life, along the shadow.
Soll nicht das Quatsch